Мы приступили к черновой отделке дома. Давайте расскажем и все покажем. Цвет очень красивый. Цвет дома шикарный. Реально шикарный. Цвет сосна, да? Угу. Даже красивее. Ага. Мы еще не вошли в дом. Нас всех уже зацепила расцветка дома. Посмотрите, как легла. Он и красивый, и благородный. И одновременно он как такой практичный, что даже если смолы будут образовываться, их видно не будет. Представляете? Ведь смола, она выделяется. А здесь смолы вообще не видно. Пойдемте внутрь. Дело идет. И давай, Денис, расскажем, как мы стартанули эту работу. С чего начали? Ну, во-первых, мы переделали имеющуюся ветрозащитную пленку. Она была не подходящего качества, скажем так, да, и сделали свою, ту, которую мы обычно используем, да, с которой мы работаем давно, уже и уверены в которой. Пароизоляционную пленку мы степлером прицепили снизу, натянули, проклеили все швы. Все это делается снизу, это делается со стороны подвала. Значит, очень в таком тесном тоже помещении. Ну, между землей и вот этими балками. И перекрытием, да, балками. То есть натянули мембрану, проклеили все полностью. То есть, отсюда-то не видно, а с той стороны потом посмотрим. Это все видно, проклеено. То есть вы не колхозили, как, вот знаете, иногда колхозно вот так вот можно обходить балки здесь поверху. Это очень простая, легкая работа, не надо лезть там под домом ковыряться. Это даже можно, в принципе, рассказать, почему так нельзя. Если бы взять какой-нибудь кусочек и показать, например, просто обычную пленку показать, как это будет выглядеть. Да, вот если мы отсюда, с этой стороны накрываем, у нас получается вот так. Ну да, потом вот так оборачиваем балку. Да? Вот так и делают. Да. Вот это колхоз. Оборачиваем балку. Почему это колхоз? Потому что в местах вот этого вот крепления у нас получается прямой доступ холодного воздуха прямо сюда. Внутрь помещения. То есть тут все равно плотно, идеально не сделаешь, и оно будет продувать тихонечко. Согласен. Поэтому так нельзя. Это даже производитель пленок и ваты он запрещает так делать. Категорически. Вот. Дальше, я смотрю, забили доски. С каким шагом забивали доски? Вот эти, которые будут в дальнейшем держать... Шаг у доски 30 сантиметров. Вот эти доски, они тоже забиваются снизу. На гвозди, саморезы? Нет, на саморезы. В данном случае на саморезы. Прикручиваем доски. Забиваются, ну, прикручиваются они с шагом 30 сантиметров. То есть между досками 20. Шаг у них 30. Вот и можно посмотреть, как это делается. Вот таким вот образом это делается. Лежа. Так вот крепятся доски. Вот так делается по правилам. Вот пароизоляция. Вот, можно вижу, увидеть. она проклеена. Она проклеена, да. То есть она не... Вот краешек можно зацепить, а дальше уже все. Лента вокруг. Да, это вижу. Ну и пленка натянута хорошо. Да. Красота. Красота везде. И скрытые работы тоже стараемся делать красиво. И качественно. Четко. Потом, соответственно, уже внутренней работы, вот вы можете видеть утеплитель. 4 слоя 50-го утеплителя мы укладываем в пол. Плотненько, в распор, все швы закрываем следующим матом. Перехлест, то есть каждый лист идет вот ступеньками, это видно. Денис, можешь поднять вот эти 2 слоя, чтобы мы посмотрели, например... Эти? Да, вот просто подними, пожалуйста, 2 слоя. Так. Это нужно аккуратно очень делать. Тогда подожди. Так, все хорошо. Вон там перехлест видно. Да, вот я вижу. Вот тот перехлест тоже плотный. Перекрыли уже следующим матом. Прекрасно. Угловые соединения. Надо обсудить угловые соединения. Это самые проблемные места, они всегда промерзают. Вот давай любой, вот тот угол. Посмотрим. Что мы там посмотрим? Ну, как утеплили, потому что они чаще всего промерзают. Вот эти неудобные примыкания. Вот эти примыкания? Прямой, здесь по прямой утеплять легко. Нормальный человек с нормальной головой, да, и руками здесь еще справится. А в угловых соединениях будут хулиганить. Откроем угловой. Тоже все плотненько. Все плотно вообще.
Плотно, плотненько. Вот В это. распор, то есть без зажатий конечно. излишних. Ну, то есть вот, вы можете даже наблюдать, как это все укладывается. Я их аккуратно его и вытаскиваю, чтобы он Мгм. не разломался. И вот точно так же вот в распор, без щелей, без Ага. швов. Все это так укладывается. Прекрасно. Хотим отметить, что если сделать неправильно, если оставить зазоры, просто так класть, будут зазоры. Это мостики в дальнейшем холода, это промерзание дома, то есть это излишне вы будете перетапливать. Следовательно, деньги будут улетать из вашего кармана. Деньги, которые вы будете тратить на отопление дома. Далее, балки будут гнить, потому что там промерзание, появится, утеплитель будет портиться, намокать. А сырой утеплитель, он теплопроводен, легко пропускает тепло. Поэтому это очень важный этап. А самое интересное, это скрытые работы. Понимаете? То есть мастера могут так выполнить работу, ну, мастера в кавычках, все это дело пленками закрыть, потом это закрывается фанерой, и вы даже не представляете, какой шлак, какой брак. Вы никогда этого не увидите просто. Да. То есть эта скрытая работа, почему и называется скрытая? Она закрылась, и все, и вы ее не видите. А в течение 2-3 лет, возможно, вы почувствуете, да, что балка у вас просела. То есть где-то начал пол пружинить сильнее. То есть это уже все, это начинает уже гнить балка, прогнивает балки и проседает пол. Да. Или холодить. Или холодить. Может быть, а может быть не заметите. Да, то есть холод может сильно не будет заметен. Если будет система отопления сделана, допустим, с превышением там, да, нормы, которые требуются для дома, то можно не заметить. Расходы на тепло больше. Мгм. Это скрыто. Почему и скрыто? Потому что оно гниет, ну, оно портится, и мы этого не видим. Мгм. То есть оно может испортиться. Мы этого никогда не узнаем, пока это уже не будет прям вообще критично. Мы здесь сделаем полностью, хотим сделать фанеру. Завтра нам завезут второй уже, машина материала будет на 2-й этаж. Ага. Чтобы нам А здесь складывать-то сложить. есть Да, куда? Вот. А, то успеешь. Да, нам Всё нужно успеете. сделать до завтра все это вот. Здесь Ага. фанеру, ну, мы не будем ее прокручивать полностью, как Ага. обычно. То есть мы ее зацепим, закрепим, и она у нас будет лежать. У нас Окей. будет уже место, куда сложить материал на Шикарно. 2-го этажа. Ага. Еще тут Сергей сказал, что будет на 2-й этаж подъем. Лестница надо будет сделать нам, Проем под проем лестничный под марш. лестницу подготовить. Да. Мгм. Окей. Вот, так, и что еще тут у нас по дому? Ну, тут ребята делали тоже, они вот пытались, я так понял, что какие-то, не знаю, ветрозащита была уже, доски. Это не наша работа. Не наша, не наша. Это Ага. кто-то делал, да. Видно, что расстояние между досками такое прям большое. Ага. Можно промахнуться и улететь. Вот. Потом там вот тоже пытались вот утеплить, видно там что-то такое непонятное. А сейчас Можно это, покажу. да, показать. Что это вот, наверное, не наша работа, кто-то пробовал уже. Мгм. Ладно, мы поправим, нормально все сделаем. Да, все будет Окей. здорово. Ну что, господа, работа по дому идет и весьма успешно. Если вам необходимо построить деревенский дом, обращайтесь. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, качественно, с душой, построим вам дом вашей мечты.